Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем вокальном конкурсе «Вот это да, дети». На этот раз перед вами выступят юные таланты из города Якутска. И мы уверены, что сегодня в этой студии зажгутся новые звезды. Наш конкурс организован телеканалом «Якутия-24» и проводится в третий раз. Но только в этот раз в нем принимают участие дети. Мы уже знаем, кто прошел финал от участников проекта из города Мирного, Ленска, Алдана, Покровска и города Нерюнгри. И совсем скоро, 4 мая, в этой самой студии состоится финал нашего конкурса «Вот это да, дети». Напомним, 13 апреля свое вокальное мастерство показали юные нерюнгринки. И теперь мы знаем, что в этом чудесном городе самые поющие – это девочки. Надеемся, что в нашем конкурсе в следующем году появятся и мальчики. И, кстати, еще напомним, что жюри выбрали финал конкурса Арину Коваль, а вот кого выбрали финал телезрители. Внимание на экран. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Поздравляем Алису Залилову. Она вместе с Ариной Коваль представит в финале конкурса город Нерюнгри. Ну а кто будет выбирать самый лучший голос среди участников города Якутска, мы узнаем следующим. Давайте познакомимся для начала с членами жюри. Феодосия Петровна Шахурдина, солистка Государственного театра оперы и балета имени Соруна Амаллона, преподаватель по вокалу Агики, народная артистка Республики Саха-Якутия и член жюри. Лариса Алексеевна Донская, преподаватель Якутского музыкального колледжа отличной культуры республики. Станислав Петрович Олесов, преподаватель по вокалу Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой, отличник культуры Республики Саха-Якутия и председатель жюри. Наш проект, кстати, еще и познавательный, и многие ребята поют свои песни в современном жанре. Инди-рок, например. А что это за жанр такой, давайте узнаем. Внимание на экран. Вообще рок-жанр, он очень обширный, и внутри самого жанра есть маленькие поджанры, допустим, металл, допустим, тот же панк и инди-рок, как раз тот жанр, в котором мы играем с моей группой. Если взять отдельно жанр инди-рок, инди-поп, то ему присущи легкие звучания, легкие тексты и танцевальные мотивы. Если посмотреть популярные группы в стиле инди, есть группа The Cure, американская, есть российские классные группы в стиле инди. Допустим, исполнитель Сироткин очень классные песни поет. Есть исполнительница Рушана, тоже очень классные песни исполняет. Сквозь сотни темных дней. Есть еще группа Muse, тоже очень хорошая. Вообще, сам жанр отличает от других то, что там нет никаких рамок, и ты можешь делать, по сути, все, что хочешь, все, что тебе приходит в голову. И это будет считаться инди-роком. Можно петь про все, что угодно. Про любовь, про грусть, про разные переживания. Жанр, в принципе, если смотреть относительно других, то он молодой. С разных уголков мира, со всего мира в целом получается инди. Потому что там нет как раз-таки рамок. Напоминаем, в эти минуты началось голосование за выход в финал. Первого победителя выберут члены жюри, ну а второго выберете вы, дорогие телезрители. Отправляйте смс на номер 5533 со словом «Ход» и номером понравившегося участника. Итак, первой на сцену мы хотим позвать Аяну Сабардахову. Она очень любит музыку, она учится играть на необычном инструменте для девочек, а на каком мы сейчас с вами и узнаем.
Всем привет! Меня зовут Аяна Сабардахова, и я участница проекта «Вот это да, дети». Немного о себе. Мне 13 лет, учусь в 7 классе высшей школы музыки на специальный саксофон. Играю на 5 инструментах, пою я с 8 лет. Раньше я училась вокалу в студии Good Sound, потом перевелась на студию Rock Music. Серьезно начала заниматься музыкой в 10 лет, ходила в 36-ю школу и училась в ДШИ номер 1. Но потом, когда я поступила в 5 класс я поступила уже в ШМ и учусь уже 3-й год. Желаю участникам хорошего настроения, спокойствия и чтобы вас не выкинули из конкурса. Всем удачи! Здравствуй, солдат, мы с тобою совсем не знакомы. Ты в окопах сейчас, ну а я, конечно же, дома. Я пишу для того, чтобы просто сказать спасибо за спокойную жизнь и за мирное небо России. Тысячи раз представлял себя с тобою рядом. Мне повезло, и я не слышал, как рвутся снаряды. Стойкость твоя и спокойная сила морская. Слышишь, солдат, ты вернешься с победой, я знаю. Завтрашний день мне приносит простые заботы. Школа, друзья, мама с папой вернутся с работы. А у тебя снова передовая. Ты вернешься, солдат, ты вернешься с победой, я знаю. Тысячи раз представлял себя с тобою рядом. Мне повезло, и я не слышал, как рвутся снаряды. Стойкость твоя и спокойная сила морская. Слышишь, солдат, ты вернешься с победой, я знаю. Тысячи раз представлял себя с тобою рядом. Мне повезло, и я не слышал, как рвутся снаряды. Стойкость твоя и спокойная сила морская. Слышишь, солдат, ты вернешься с победой, я знаю. Аяна, ты большая молодец, так? Смотрим. Ну что, как ты волновалась очень сильно? Немного волновалась. Хорошо, а я хотела спросить про песню. Кто выбирал и давно ли ты ее выучила? Выбирал учитель по вокалу. Это было где-то в марте. То бишь учили мы ее где-то месяц. Ага. Хорошо, ты училась специально для конкурса? Да, для конкурса. Ага, хорошо. Давайте послушаем мнение жюри. Феодосия Петровна, вам слово. Так. Добрый вечер, дорогие наши телезрители. Я вас поздравляю со священным праздником Пасхи. Пусть этот день принесет вам что-то новое, вдохновение вам, счастье вам, любви, мира в вашем доме, здоровья вам. А нашим участникам не волноваться, успехов. Так, по выступлению Аяна Сабардахова у нас
первая выступила. Конечно, когда первая выходишь на сцену, это очень волнительно. А так голос красивый, тембр красивый. Но у меня одно замечание, вот по характеру песни, да, вот когда вы поете, да, немного не хватает эмоционального накала. Вот когда вы поете, ну, у вас тут как письмо солдату, да, и Хорошо, такие вот спасибо. замечания. А так, мне понравилось. Удачи вам. Спасибо. Лариса Алексеевна, вам слово. Говорите. Лариса Алексеевна. Я хочу сказать, что мне тоже очень понравилось твое выступление, мне понравилась эта песня, и я вижу, что ты ее понимаешь. Конечно, может быть, еще не хватает опыта, потому что ты только недавно взяла эту песню, поэтому, может быть, вот этой драматичности, которая в этой песне есть, немножко не хватило. Но я думаю, что в будущем, если это у тебя будет в репертуаре, ты это сделаешь хорошо. Спасибо. Спасибо. И председатель жюри Станислав Петрович. Добрый вечер, уважаемые телезрители, гости и, конечно же, конкурсанты. По поводу выступления. Действительно, очень интересно, хороший тембр. В середине вообще, скажем так, такой широкий, бархатный такой тембр звучит. А когда наверх поднимаетесь, там вообще очень осторожно начинаете петь. Почему-то там нету, скажем так, какого-то накала, вот конкретно брать эти ноты, там такого вообще нету. Так спокойно спели от начала до конца песни. Чуть, вот действительно, вот соглашусь с коллегами, да, не хватает вот этого эмоциональности, не хватает. Вот, ну а так, поздравляю, первая участница, всегда волнительно, желаю удачи. Спасибо. Спасибо. Дорогие телезрители, мы напоминаем, что идет голосование, и вам нужно, если вам понравилось выступление Аяны, то вам нужно написать СМС со словом «ход» и номером нашего участника. И я тебя провожаю вон туда, к Даше. Удачи тебе. Аяна, беги к нам, мы тебя ждем, не с терпением хотим узнать. Тут как раз ждут тебя вот ваш истинный фанат. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Елена, я представитель из Высшей школы музыки, работаю в отделе по воспитательной работе, пришла поддержать нашу ученицу Аяну. Я думаю, то, что сейчас у телеэкранов сидят все работники, учащиеся нашей школы и болеют за нашу Аяну. Аяна, ничего себе, какие у тебя прекрасные цветочки. Я знаю, что в 13 лет ты уже играешь на 5 инструментах. Как ты думаешь, достаточно для профессионального вот, музыканта играть на столько, ну, много инструментов? Ну, как по мне, достаточно, так думаю. Я знаю, что твой любимый саксофон. Почему именно саксофон, расскажи. Ну, когда я поступала сюда, мне очень важно было, чтобы это был духовой инструмент. Неважно, труба, флейта, там, саксофон, тромбон, что там еще есть. Лишь бы, чтобы он был духовой. Лично я думала, что это будет труба, я буду трубачкой. Но мне сказали это, что, мне лишь бы духовой, я так сказала. А мне сказали, давай мы выберем саксофон. Такая, давай саксофон, почему бы и нет. А еще на каких 4 еще инструмента? Какие? Вокал это тоже инструмент. Фортепиано, укулеле вот и гитара. Расскажи, что любишь петь. Твоя любимая песня какая? Сложно, наверное, да, выбрать? Ну да, сложно выбрать. Во-первых, тогда что в голову первое приходит? Так. Так, пару песен посоветую. Так, пускай будет Мелани Мартинес, Test Me. Там еще Поппи, The All Around Us. Действительно, нравится? Да, нравится. Ну, спасибо тебе. Действительно, у тебя очень прекрасный голос, и я надеюсь, что ты победишь. Спасибо. Беги. Не неси. Ну что ж, а к нам на сцену спешит уже второй участник. Это Аскольд Потапов. Этот мальчик поет с самого раннего детства. И больше всего ему нравятся песни о родине. Сейчас в его исполнении прозвучит песня, которую каждый из нас знает или слышал когда-то.
Меня зовут Аскольд Потапов. Я участвую в проекте «Вот это да, дети». Мне нравятся лирические песни и патриотические. Я пою с детского сада. У меня очень хорошо поет мама. Мы поем вместе. Всем участникам конкурса я желаю успехов. Спасибо за внимание. Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою. Тем, кто бросил карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляя за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадит, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах, ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах. Позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Так куда ж вы уходите? Может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Я тебя поздравляю с успешным выступлением. И давайте же послушаем мнение жюри. Лариса Алексеевна, вам слово. Аскольд, я хочу сказать, что ты молодец, потому что эта песня сложная и в интонационном варианте, в интонационном моменте очень сложная. Вот. И мне показалось, что поначалу, когда ты начал петь, ты волновался, и поэтому было много неточностей, да, вот интонационных именно. Но потом распелся, и к концу очень хорошо пел, чисто попадал в ноты. Вот я хотела спросить, ты занимаешься с педагогом или ты сам поешь просто? Самостоятельно поешь? Или ты ходишь в школу, занимаешься вокалом? Я в студии голос занимаюсь. Ну вот, я тебе желаю удачи. Спасибо, Феодосия Петровна, вам слово.
Я? Так, Аскольд, спасибо за хорошее выступление. Так, вначале, да, вот волновался, потом распелся. Мне немножко не хватает смелости, да, эмоциональности, то же самое, да. И, да, интонационно немножко плавал, и не хватает немножко дикции. Надо хорошо говорить, текст надо. Вот, когда мы хорошо говорим, поем текст, тогда до зрителя очень хорошо это доходит. Поэтому обратите на это внимание в дальнейшем, да? А так, спасибо, понравился. Удачи. Спасибо. И председатель жюри Станислав Петрович. Аскольд вышел, спел ровно. Эмоционально, конечно, эмоций не хватило. Так аккуратно, от начала до конца. Вот песня известная, «Офицеры», да. Наверняка слышал, разные люди пели эту песню. Но вот именно как поют эти люди, надо было вот просто так смотреть, тоже примерно как эту песню надо исполнить. И, соответственно, очень зажато поешь вообще. Рот не открывается совершенно. Зубы, скажем так, тоже. Поэтому, скажем так, над этим надо очень сильно поработать, чтобы звук летал. Вот подачи не было звука вообще совершенно. Хорошо? А так, музыкальность и чистота интонирования, вот в конце песни, да, это чисто пело. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, дорогие телезрители. А я напоминаю, что если вам понравилось выступление, то проголосуйте и поддержите нашего участника, отправив СМС на номер 5533 со словом «Ход» и номером нашего участника. Аскольд, я тебе желаю дальнейших успехов и провожаю вон туда, к Дарье. Иди. Ну, ты вообще молодец, я пела вместе с тобой в эту песню. Вот сюда. Расскажи, пожалуйста, вот офицеры – настоящие защитники Отечества, как мы знаем. Вот для тебя, вот кто такие защитники Отечества? Герои. Ну, Почему песню вообще, на эту песню пал выбор? Песня эмоциональная, мне понравилась. Ну, сильная песня. Волновался? Было. А что сложнее всего было? Было... Начало не понял так. Так-то. Песни не понял или что? Нет. Начало, как начать. Ну ты ни в коем случае не расстраивайся. Расскажи, чем занимаешься помимо пения? Настольный теннис мы играем. Ну, да. Ты и спортсмен, и певец, получается. Ну что-то, да. А что пожелаешь другим участникам? Я желаю им удачи. Удачи? Удачи. А себе бы что пожелал вначале? Вначале научиться. Ну ты не расстроенный? Нет. Все равно, зато принял участие, и я верю, что ты победишь. Аскольд, спасибо. Девочка, которая любит петь с самого юного возраста. Она бывалая конкурсантка, участница всевозможных конкурсов. И, наверное, совсем скоро споет на китайском языке. Встречайте, Виктория Березкина. Здравствуйте, меня зовут Березкина Виктория, мне 14 лет, и я участница проекта «Вот это да, дети». Я учусь в школе номер 23 в 8 В-классе, являюсь хорошисткой, активисткой, призером и победителем олимпиад и конкурсов, в том числе международных. Петь я начала еще в 5 лет в детском саду. Затем прошла в ансамбль Дома дружбы народов «Раздолинки» и уже 8 лет поступила в детскую школу искусств номер 2 на хоровое отделение. На следующий год у меня выпускной, но я все равно продолжу заниматься музыкой, ведь в ней я нахожу безграничный мир фантазий, с которым не просто расстаться. Дополнительно в школе я занимаюсь китайским языком, так как мне нравится его культура и история. Также в свободное от уроков время я занимаюсь гаданием на картах или восточном таро, ну либо гуляю с друзьями. Моей мечтой является выучить китайский на уровне носителя. Участникам я желаю успехов, удачи и спокойствия.
порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Серие охтубут бою нар, Сирге семелиен албакалар, Санабар вертуруя боланар, Салгына селели көтөлөр, Көтөлөр олас пыткеми санада, Көтөлөр сүрәк пытын ытада. Туруялы кагыты ытада, Дого турун ыныра аймана. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Вика, ты большая умница, молодец. Ну что ж, давайте же послушаем, что думает по твоему выступлению Лариса Алексеевна. Вика, надо сказать, что эта песня очень известная, и очень многие ее исполняют очень хорошо. И ты постаралась спеть ее выразительно. Конечно, там были некоторые накладки, когда идет переходные как бы ноты. Мне кажется, что не надо зажимать, надо наоборот немножко отпустить. Особенно вот в концах предложений, где там длинная нота, ты ее держишь, а если бы ты чуть-чуть отпустила, она бы у тебя прозвучала очень хорошо, свободно, красиво. Потому что сам по себе голос у тебя хороший, вот, перспективный, можно его и дальше развивать. Так что тебе желаю удачи. Спасибо, Феодосия Петровна, вам слово. Виктория, мне очень понравилось ваше выступление. Я могу задать вам такой вопрос. Вы у кого занимаетесь? По вокалу у кого занимаетесь? Вы... Владимира Петровича Единского. Ясно. У Владимира Петровича, ясненько. И что я хочу сказать. Вот сразу видно, что участница наша
участвовала, видать, во многих конкурсах, у нее уже опыт есть. И, значит, вот есть отношения, да, вот она вот, когда поет, она вот как будто рассказывает. Вот предыдущие наши участники, если только выходили, только вот от начала до конца без эмоций спели, а тут вот у нас Виктория, она вот эмоционально очень хорошо с отношением пела песню, да, и, ну, довольно-таки очень удачное выступление, чистенько, ровненько, и, значит, что-то я хотела еще сказать, то, что вот перевод на якутском, это очень хорошо, это очень хорошо. А вы знаете, кто перевод сделал вот эту вот песню? Знаете, да? Ну ладно. Ну что, я вам желаю удачи, успехов. Поработайте еще над дикцией. Немножко не хватает, и немножко тоже вот как... Спасибо. И коллега моя Станислав сказала, Петрович Олесов, наш председатель жюри. Действительно, дикционно очень хорошо спела. Все звуки, буквы были слышны четко, да. Но, знаете, вот наверху, верхние ноты, почему-то там фальцет очень сильно заметно. Вот красиво начинаешь петь, и переход на фальцет очень так болезненно идет. Вот этот момент сильно вот настораживает, да. И, соответственно, ну, почему там фальцетом поешь? Может быть, так поставлено? Хотя у вас, я вижу, потенциал есть наверху петь, просто может быть тихо, без фальцета, может быть, да. А так фальцет как-то, скажем так, сильно отличается от пения, которое вот предыдущий пела. Вот. И во втором куплете то же самое начала петь. Почему? Интересно, почему? Вот этот момент у меня как бы под вопросом был. А так, очень хорошая музыкальность чувствуется, есть рука педагога чувствуется, да. Именно поставлен очень хороший, скажем, ровный вокал. Поздравляю, Виктория. Спасибо за такую красивую песню. Спасибо. Дорогие друзья, а я напоминаю, что если вам понравилось выступление Вики, то проголосуйте за нее, отправив СМС на номер 5533 со словом «Ход» и номер вашего фаворита. Что ж, я тебя провожаю вон туда, к Даше. Беги сюда скорее, я вообще замерла, когда ты спела «Журавли». Это достаточно популярная песня. Хочу начать «Нихау», Вика. Нихау. Вот расскажи, пожалуйста, вот ты знала, что по всему миру знают эту песню, в том числе и в Китае ее поют на китайском языке. Ты когда-нибудь видела их исполнение? Да, я слушала. И расскажи, пожалуйста, что ты вообще знаешь про Великую Отечественную войну? Ну, она длилась достаточно долго. Это война против фашизма за свободу нашей Родины. Я знаю, что ты говоришь свободно на китайском. Да. Расскажи вот «Нихаума». Нихаума. Ты должна была сказать, как дела у тебя, я спросила, ты должна была сказать «Хэ-ха». Хорошо. Расскажи, пожалуйста, почему выбрала именно китайский язык для изучения? Ну, он сейчас набирает обороты, и много очень товаров всяких переводится именно на китайском. Вот, поэтому я хочу понимать. А в дальнейшем как связать этот язык хочешь? С профессией, может быть? Да, я хочу связать с профессией, со своим будущим. А кем хочешь стать тогда? Встречный вопрос. Ну, пока что не определилась. Главное, я знаю китайский Да. язык. На уровне носителя ты сказала, между прочим. Нет, я хочу знать на уровне носителя, так я пока что как школьник. А сколько знаю. по времени еще уже изучаешь китайский язык? 4 года. 4 года сама? Да. Или с Нет, с преподавателем? преподавателем. А что еще можно? Знаешь ли вообще песни на китайском? Слушаешь ли китайских Да. исполнителей? Понимаешь уже, Да. наверное? Ну, в общем, тебе нравится. Что пожелаешь другим участникам и волновалась ли, наверное, да? Ну да, немного волновалась. Другим участникам хочу пожелать спокойствия, ну и удачи. А с кем сегодня пришла, кстати? С родителями. Они у тебя поддерживают сегодня? Да. Наверное, там, где зритель. Но главное, что у тебя была поддержка, ты большая молодец, ты очень-очень крутая. Спасибо. Стрекаловская, очень веселая, озорная девочка. У нее очень много подруг, и сегодня они болеют за нее. Итак, Анастасия Стрекаловская. Всем привет! Меня зовут Стрекаловская Настя. Мне 11 лет. Учусь в 39-й школе города Якутска. В учебе хорошистка. Я люблю своих одноклассников.
И мне нравятся уроки русского языка, математика, физкультура и, конечно же, музыка. С удовольствием хожу в свою любимую школу. Моя семья состоит из 5 человек. Мама, папа и 2 старшие сестры. Я самая младшая в семье. Я люблю свою семью. Еще у меня есть мои животные. Это Марфуша, собачка, и кошка Милка. Мы с моей семьей любим ездить на природу и путешествовать. С детства я увлекаюсь игрой на хомусе, пением и танцами. Посещаю вокальную студию Arctic Voice Семена Чинянова. Моя мечта – стать певицей и сочинять много-много песен. Песня меня вдохновляет и успокаивает. Над речкой склоняются ивы и шумят под окном тополя. Здесь березки стройные, красивые и бескрайние леса и поля. Здесь художник рисует закаты, что ложатся на водную гладь. Здесь поэты стихами богаты, ведь поверь, всю красу не объять. Ты, Россия моя, шалью небес укрытая, дорогая земля, я пред тобой склонюсь. Ты, Россия моя, чистой росой умытая, я пою для тебя, я за тебя молюсь. Мчится парус ветрами гонимый, звонко песню поет ручеек. Это край наш родной и любимый, как он близок и как он далек. У земли русско-мудрое семя, сколько здесь зарождалось умов. Здесь светло даже в темное время от святых золотых куполов. Ты, Россия моя, шалью небес укрытая, дорогая земля, я пред тобой склонюсь. Ты, Россия моя, чистой росой умытая, я пою для тебя, я за тебя молюсь. Ты, Россия моя, шалью небес укрытая, дорогая земля, я пред тобой склонюсь. Ты, Россия моя, чистой росой умытая, я пою для тебя, я за тебя молюсь. Я пою для тебя, я за тебя молюсь. Настенька, как же ты хорошо спела, молодец. Так, давайте же послушаем мнение жюри. Феодосия Петровна. Анастасия, спасибо вам за выступление. Так, у меня вот такие вот замечания. В голосе немножко хрипотца есть. Сип, хрип. Видимо, вы еще то ли болеете, то ли что. Ну, вот такое вот у меня ощущение. И в выборе репертуара немножко надо быть как-то... Мне кажется, это не ваша все-таки песня. Вы наверху не доставали эти высокие ноты. Значит, интонация хромает, дикция немножко тоже. А так,
Костюм красивый, красивая девочка, знает тоже, о чем поет, но вот такие вот у меня замечания. Успехов вам, удачи. Спасибо. Лариса Алексеевна, ваш комментарий. Настя, очень сложная песня в плане диапазона, потому что ты начинаешь низко, а потом идут верха, и, конечно, ты начинаешь напрягаться, и поэтому у тебя какие-то там маленькие, получается, неувязочки, да. Поэтому, может быть, в следующий раз точно нужно подумать насчет песни, чтобы у тебя как бы ложился голос. Потому что у тебя голос хороший, сильный, он есть. Вот, просто чтобы песня была удачная для тебя, чтобы ты ее пела с удовольствием. С другой стороны, мне нравится твое отношение. Вот ты прямо любишь петь, это вот видно, потому как ты себя ведешь на сцене свободно, харизматично так. Поэтому давай, дерзай дальше. Спасибо. И Станислав Петрович Олесов. Что вы думаете? Мне кажется, Анастасия, только начинаешь петь, да? Это чувствуется, потому что, соответственно, чувство музыки, чувство вокала, вот это только приобретаешь, вот это я чувствую. А вот по поводу песни, да, может быть, да, я соглашусь, потому что на первый этап, соответственно, это такая песня сложноватая, да, но может быть и, скажем так, как-то не поставлен, возможно, эта песня. Скажем так, как брать верхние ноты, то же самое. Очень, на связь как больше берешь ноты верхние, поэтому вот такие несмыкания происходят. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, если вам понравилось выступление Насти, то проголосуйте за нее. Отправьте смс на номер 5533 со словом «ход» и номером нашего участника. Настя, я тебя провожаю вон туда, к Даше. Настя, мы тебя уже ждем с твоим главным фанатом, твоей мамой. Она, оказывается, тебе такие шикарные цветы подготовила. Расскажите, и вы мне сказали, что за кулисами, что это вы костюм подготовили. Я сама шью, все костюмы Насти сама шью. А с кем пришли? Или только вы? Папа, тетя и двоюродная сестра Сайнара. Ой, у тебя такая богатая, большая семья пришла тебя поддержать. Волновались? Да, очень волновались. Я видела, что мама пела песню. Вы, наверное, выбирали. Нет. Кстати, а почему вот именно эта песня? Ну, она патриотическая и очень мне подходит. И я выбрала именно эту песню. А как вот выбор пал? Вот почему именно она? Вот как готовилась? Очень волновалась, но спела. А вот как ты считаешь, чтобы стать профессиональным певцом, что для этого нужно? Движение и хорошо петь. У тебя ты прям сейчас светишься, наверное, харизма еще нужна. Актерское мастерство какое-нибудь. Да. А что вот посоветуешь другим участникам? Вот ты уже, считай, профессиональная певица. Ну, удачи, чтобы они очень хорошо спели и выиграли в финале. Ну и, конечно, после меня, да? Да. Все, ты молодец, ты крутая. Удачи тебе и успехов. Дорогие друзья, к нам сейчас выйдет девочка, которая любит учиться петь с огромным желанием. Она считает, что всему можно научиться. Главное делать это снова, и тогда все получится. Встречайте, Арина Павлова. Добрый день! Я участница проекта «Вот это да дети». Я Арина Павлова. Мне 11 лет. И сейчас я расскажу немного о себе. Я учусь в школе номер 17, 4 Б-класс. Я люблю каждый день ходить в школу, потому что я получаю там новые знания. Я учусь в студии вокала «Голос». Поначалу я не умела петь, но потом Христофор Эдуардович и Татьяна Егоровна научили меня этому, и я им за это очень благодарна. В свободное время я могу пошить, порисовать, поразговаривать со своей младшей сестрой по звонку. Всем участникам этого проекта желаю удачи. Спасибо за внимание.
своем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца, и с этой дороги путевочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. Ариночка, я тебя поздравляю с успешным выступлением. Давайте же послушаем мнение жюри. Лариса Алексеевна, вам слово. Арина, поскольку ты только начинаешь учиться пению, я слышу, что у тебя как бы есть куда развиваться. И ты молодец, потому что все-таки выступить на таком, уже, можно сказать, статусном конкурсе, да, для детей, для взрослых, это очень многого стоит. Поэтому я тебе желаю дальнейших успехов. Спасибо. Феодосия Петровна, вам слово. Да? Мгм. Арина, спасибо за ваше выступление. Мне не хватило вот опять-таки вот эмоциональности, вот еще что-то вам мешает, там, видимо, да, вот. А так, ну, выступление нормальное. Удачи. Спасибо. Станислав Петрович, что вы думаете по поводу выступления Арины? Арина, мне кажется, Арина все знает уже. Арина все знает уже, мне кажется. Арина, поздравляю. Ну, действительно, есть волнение. Очень сильно волновалась. Очень. Вот. Ну, конечно же, первый куплет так тихо, пьяно начала, какими-то моментами фальцета наверху. А потом я думал, второй куплет вот так даст, как, но этого я не дождался. Мне кажется, это из-за волнения или не знаю что. Ну и, соответственно, я узнал свою фонограмму. Эту фонограмму я когда-то в январе месяце делал, и сегодня я узнал свою фонограмму. Вот. И, ну, скажем так, если только начинаешь петь, соответственно, дальше надо развиваться, дальше надо петь, участвовать на конкурсах. Только участвуя вот на таких конкурсах, набираешь больше опыта. Спасибо. Спасибо. Дорогие телезрители, если вы хотите поддержать нашу Ариночку, то проголосуйте за нее, отправив смс на номер 5533 со словом «Ход» и номером нашего участника. Я тебя провожаю вон туда к Даше. Арина, беги сюда, интересно узнать твой настрой. Немножко волновался, так погляжу.
Давай, держи, давай я возьму твой микрофончик. Ну ты сама. Расскажи, почему выпал вот на эту именно песню, почему вот именно с чего начинается Родина? Ну, просто руководитель Айлана Харитоновна мне выбрала эту песню, я и была не против. Я эту песню знаю как давно, но немножечко заволновалась. А с чего ты сама родилась в Якутске? Да. А вот с чего начинается твоя малая Родина? Вот у меня такой философский вопрос. Ну, Родина начинается с того, что мама тебя родила, ты видишь впервые свою маму, знакомишься с ней, потом с близкими родственниками ты знакомишься. Ну и как я помню свое детство, моя мама рассказывала, я в Намцы поехала сразу. Я была деревенской, и мне это очень сильно нравилось. А детство любишь, видимо, к бабушке? Вот, да, очень. Деревня, значит, тебе по душе? Да. И значит, как настоящий патриот останешься в Якутске? Да. Как, помимо вот пения, что еще любишь делать? Шить, рисовать. Что шьешь? Ну, иногда... Сама учишься? Сама учусь. В школе, может быть, учат? Нет, меня сестра научилась. И что больше всего нравится? Петь. Все-таки петь. А ты мечтаешь, кого слушаешь? Смотрим. Ирина Файрушина. Кем хочешь стать? Певицей? Да. Я надеюсь, у тебя получится. Удачи тебе и успехов, Арина, в начинаниях и так далее. Все, забирай. Наш самый юный участник проекта Миша Ваулин. Он занимается в детской школе искусств по классу скрипка, поет в хоре, любит творческие задания и не боится участвовать в различных конкурсах. Итак, Михаил Ваулин. Привет, меня зовут Миша Ваулин, мне 9 лет. Я родился в городе Якутск. Учусь во 2 классе гимназии ЦГО. У меня творческая семья. Папа играет на барабанах, мама увлекается фотографией, а брат играет на фортепиано. Я веселый парень, люблю котиков и играть в приставку. И у меня много друзей. Я учусь в 1 классе музыкальной школы на отделении скрипка и пою в хоре Владимира Петровича Индигирского. Для здоровья я занимаюсь боксом. Для остроты ума участвую в различных олимпиадах, а для души я пою. В море выйду однажды, будет мой путь далек. На капитанской фуражке маленький якорек. Ждите меня, я скоро вернусь из далеких стран. У меня на фуражке якорь сам, я морской капитан. Солнце лучами играя, завистью вслед глядит. Даже ночью на море мой якорек горит. Ждите меня, я скоро вернусь из далеких стран. У меня на фуражке якорь сам, я морской капитан. Разыграется буря, буря мне нипочем. Гордо надену фуражку с маленьким якорьком. Ждите меня, я скоро вернусь из далеких стран. У меня на фуражке якорь сам, я морской капитан. Ух ты! Как хорошо ты выступил, какой молодец! Так, давайте же сразу узнаем мнение жюри. Феодосия Петровна, ваш комментарий. Так, Мишенька, вот ваше выступление было таким ярким, да, запоминающим. Голос яркий, тембр красивый, костюм вот какой красивый прямо. И
Я хочу только сказать, вот это да! Спасибо. Вот это да! Молодец! Молодец! Успехов тебе! Молодец! Спасибо, Лариса Алексеевна. Миша, вот ты сказал, что ты веселый парень, и ты знаешь, вот точно, вот в этой песне ты показал, какой ты веселый, оптимистичный, и ты дал нам вот это настроение. Спасибо тебе большое за такое выступление харизматичное. Ты молодец, вот это да! Спасибо. И председатель жюри Станислав Петрович. Миша, веселый капитан. Очень хорошо спел, чисто, эмоционально. И такое, мне кажется, вокалом занимаешься. Чувствуется постановка, чувствуется красиво вибрато в конце. Очень красиво спето. Поздравляю, актерская была очень хорошо подана песня, да? Поздравляю, спасибо. Так, дорогие телезрители, если вам понравилось выступление Мишеньки, то поддержите его и отправьте смс на номер 5533 со словом «Ход» и номер вашего участника. Все, иди туда, к Даше. Миша, беги сюда скорее, я тебя так и представила на капитанском мостике в таком классном образе. Ну ты вообще сегодня красавчик. Расскажи, пожалуйста, морские капитаны, вот волны, брызги, представь себе, да? И расскажи, вот какими качествами они обладают, на твой взгляд? По-моему, морские капитаны должны быть смелыми, должны быть добрыми и иногда грозными, как шторм. Как шторм? А ты смелый? Еще как. Вот ты там помахал той части зала, это ты своим будущим фанатам махал? Ну, можно и так сказать. Или кто-то с тобой пришел? Мама и брат, и еще папа. Папа, у тебя папа барабанщик, то он тебя учил петь? Или вы вместе с ним проводите время? Меня записали на хор, потому что увидели, как я хорошо пою. А, ну ты вообще талантище получается. А вот кем мечтаешь стать вот, в будущем? Вообще, я мечтаю стать программистом, и создавать видеоигры. То есть ты у нас программист будущий и будешь еще петь. А вот как считаешь, выиграешь? Думаю, да. По тебе, кстати, не видно было, что ты волновался. Ты волновался? Ну, немножечко. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Ну ты вообще молодец, давай пятюньку. Вообще желаю тебе успехов. Какой тяжелый. Желаю тебе успехов, и ты, надеюсь, победишь. Беги. За Даяну Бубякину болеет и переживает вся ее большая дружная семья. Мы тоже от всей души пожелаем ей успешного выступления. Всем привет, меня зовут Даяна, учусь в школе номер 38 города Якутск, в 4 Б-классе. Помимо школы я занимаюсь Arctic Voice, и с детства я очень люблю петь. Я люблю очень животных и мечтаю побывать во всех странах мира. И у меня в семье очень много братьев и сестер. Это один старший брат и три сестры, одна старшая и 2 младшие. Я их очень люблю. Всем участникам желаю удачи и спасибо за внимание. Рядом солнце все ближе, каждому сердце теплее. Ярче надежды, счастье по крышам бьется дождями сильней. Если рассветы мирного неба сонно крадутся в окно, где бы ты ни был, кто бы ты ни был, чудо с тобой все равно. Пока на земле любовь, наши мечты живут, пока льется тишина, птицы нежней поют, пока мы вольны прощать, крылья растит душа, пока доброты не жаль, светлее мир детских снов, пока доброты не жаль, пока на земле любовь.
Может, однажды наши молитвы стаей святых голубей в небо вокруг закончатся битвы, войны не тронут людей. И над землею перьями снега будут летать облака. Дыма не зная, шума не зная, пока есть любовь, пока. Пока на земле любовь, наши мечты живут. Пока льется тишина, птицы нежней поют. Пока мы вольны прощать, крылья растит душа. Пока доброты не жаль, светлей мир детских снов. Пока доброта. Пока на земле любовь, наши мечты живут. Пока льется тишина, птицы нежней поют. Мы вольны прощать, крылья растит душа. Пока доброты не жаль, светлей мир детских снов. Пока доброты не жаль, пока на земле любовь. Даяна, послушай, ты меня, ты большая молодец. Не переживай, все хорошо. Так, давайте же послушаем Лариса Алексеевна, вам слово. Даяна, но я думаю, что в перспективе ты такая харизматичная, свободная такая, у тебя будет все очень хорошо, но надо заниматься, надо учиться для того, чтобы дальше развиваться. То, что у тебя материал есть, но требует обработки какой-то, да, доработки, поэтому я тебе желаю учиться дальше и развивать свой голос, у тебя хороший голос. Спасибо. Феодосия Петровна, ваш комментарий. Даянушка сильно волновалась, да, но ничего, очень хорошо начала, да, и вот текст забыла, но очень хорошее качество, то, что она не растерялась и дальше стала петь. Это очень хорошее качество. И я тебе желаю успехов, ничего не... Все хорошо, не надо плакать, Даянушка, все хорошо. Успехов тебе, успехов. О, радостно. Бывает. Станислав Петрович, вам слово. Даяна, это и называется конкурс, на самом деле, да? Должны быть и слезы, и радости. Все-таки дети наши поют взывьем, всегда взывьем петь. Первый раз перед камерами всегда сложно. Даяна, мне кажется, только начинает свой путь, музыкальный путь в качестве артиста, певца. Желаю Даяне дальнейших успехов. Спасибо за выступление. Спасибо, солнышко. Дорогие телезрители, если хотите поддержать нашу Даяночку, то поддержите и отправьте смс со словом «Ход» на номер 5533 и номером нашего участника. Иди, Даяна, вот туда, к Даше. Даяна, я надеюсь, это слезы счастья. Видно было, что оттуда ты прям сверкала. Ты чего распереживалась? Я хочу попросить наших зрителей еще раз Даяне поаплодировать. Сегодня она звезда, она сегодня молодец. Представляешь, сегодня все порадовались твоему выступлению. Ты выступила прекрасно, волновалась, наверное. Вот представь, сейчас ты популярная певица в Якутии. У тебя тур. Какой город бы первым посетила бы? Якутск. В Якутске бы дала концерт большой. Кого бы пригласила? Ну, друзей там. Друзей пригласила бы, а семью? Семью тоже. Так делила. А потом, Ну и родных. потом, наверное, в Москву сразу покорять. А там и другие страны. А почему именно эта песня? У тебя очень красивая песня «Пока на земле любовь». А свою любовь, ты как думаешь, каждый должен найти? Конечно. А почему? Ну, любовь каждому нужна, типа.
Почему такой философский вопрос? Ну, без любви, типа, жить нельзя, можно сказать. А кого любишь ты больше всего на свете? Ну, родных и близких. Сегодня, наверное, вот смотри, весь зал тебя поддерживает, вся Якутия тебя поддерживает. Будешь, наверное, крутой певицей. Не расстраивайся, у тебя еще будет больше, очень много успехов. Мы аплодисменты, успехов, ты выиграешь. Беги. Данил Неустроев споет песню, музыку которой написал его дедушка Егор Неустроев Тулуйхан. Всем привет! Меня зовут Данил Неустроев, учусь в 7 классе, в 7 школе. Увлекаюсь музыкой и люблю играть на гитаре и играть в компьютерные игры. Я занимаюсь вокалом 7 лет, люблю слушать альбомы Виктора Цоя. В конкурсе я исполню песню, которую сочинил мой дедушка Егор Неустроев. Мудрый Бог, чтоб уменьшить страдания на свете, семена доброты разбросал по планете, и одно из них всем непогодам назло, состраданием в душах людей расцвело. И живут на земле этой люди, грустят и страдают, и любят, и чужая беда им, как горе свое, нет души красивей, они гордость России. Судьбы окружает порою, но его побеждают они добротою, ведь для них жизни суть неизменно проста. К счастью, путь нам поможет найти доброта. И живут на земле этой люди, грустят и страдают, и любят, и чужая беда им, как горе свое, нет души красивей, они гордость России. И живут на земле этой люди, грустят и страдают, и любят, и чужая беда им, как горе свое, нет души красивей, они гордость России. России, России. Данил, какой же ты крутой, как же круто ты спел. Так, держи при себе. Давайте спросим мнение жюри. Лариса Алексеевна, что вы думаете по поводу выступления? Но мне очень приятно услышать песню твоего дедушки,
потому что когда-то я с ним начинала учиться в одной школе в городе Москва. Поэтому передавай привет дедушке. Я хочу сказать, что вот не хватило эмоциональности, знаешь, вот хотелось бы, чтобы это было теплее, что ли, спето, да, вот. Но, может быть, это зависит от того, что у тебя сейчас такой период, может быть, ломка голоса перед этим, да, вот какая-то вот есть неустойчивость, что ли, в голосе. А так, мне кажется, если будешь продолжать дальше заниматься вокалом, все пойдет лучше намного. Спасибо. Спасибо, Лариса Алексеевна. И Феодосия Петровна, что вы думаете? Спасибо, Данил, за ваше выступление. Мне очень понравилось ваше выступление. Очень красивая песня, но мне так показалось, что как будто тональность вам не подходит. Да. Внизу очень надо осторожно петь. Вы хорошо надо говорить текст. Когда вот внизу поешь, надо впереди вот здесь вот хорошо говорить. Тогда она это ровненько будет звучать. А наверху, ну вот немножко тоже зажато было, да? А так в целом нормально, молодец. Чувствуешь, слышно, видно, что о чем поешь. Вот это самое главное. Вот передача зрителю вот, текста, дикции, вот, текста, песни, слов, это хорошее качество. Молодец, спасибо. Удачи. Спасибо. И Станислав Петрович Олиса. Ну, я скажу единственное замечание, да, вот по поводу, вот, соглашусь, возможно, музыка низковато находится для тебя, или, может быть, наверху так неустойчиво поешь из-за этого, я просто не знаю. Диапазон большой. Да, ну вот, поэтому вот мне вот именно в песне вот этого не хватило, все очень внизу находится вообще. Спасибо, Данил. Спасибо. Так, дорогие телезрители, если вам понравилось выступление Данила, то проголосуйте за него, отправьте смс со словом «ход» на номер 5533 и номером участника. Данил, я тебе желаю успехов и провожу вон к Данил, мы тебя ждем тут в нашей микс-зоне. Тут, оказывается, самый главный фанат твой. Так, ну я хочу, чтобы представились. Вы сами расскажите про себя. Меня зовут Айлана Харитоновна, я преподаватель Данила по сольному пению. Так, вы как готовились? Песню кто выбирал? Ну, мы выбирали сообща, вот, с родителями. Ну, первая это песня дедушки Данила, Егора Нестроева, Тулыхан. Вот выбрали, и вот добрая песня, называется «Доброта». А как готовились вы? Ну, мы готовились, вот Данил только занимается, 3-й месяц у меня занимается, но он 7 лет пел в ансамбле, ну, сольно вот только. А вот согласны с комментарием жюри, вот как Ну педагог? вот, по поводу ломки, да, у него неустойчивая сейчас, конечно, голос у нас пока. Вот, ну я думаю, что... Как педагог хорошо выступил? Ну, конечно, есть волнение, волновался, конечно, ну, в целом нормально. А может, Данил сам скажет, волновался? Честно сказать, очень волновался, но при этом, ну, не надо лучше волноваться, главное, чтобы спокойно, до спокойствия. А кто тебя знакомит с творчеством дедушки? Моя мама все время, как сказать, иногда поет. Мне очень нравится довольно слушать. Иногда прихожу к нему, когда он сочиняет песенки, к нему прихожу и просто слушаю. Очень у него... А много песен его знаешь? Не так уж много, но очень хорошо, да. А почему именно эту выбрали? Все-таки репертуар большой, наверное? Мы выбрали, потому что, во-первых, дедушка сказал, ну попробуй это выбрать. Я потом сразу же влюбился в эту песню. А расскажи, а кто твой самый любимый исполнитель? Виктор Цой. Ничего себе, какая его любимая песня? Ну-ка, поделись. Ну, честно, моя любимая песня – это «Звезда под именем Солнце». А с припев споешь? Белый снег, серый лед, за растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле,
Молодец, ничего себе. В следующий раз обязательно ее исполнишь. Да, конечно же. Ты что? Будем ждать тебя в следующий раз. И я надеюсь, ты победишь и выиграешь. Удачи тебе. У следующей нашей участницы очень много подруг. Сегодня многие из них пришли поболеть за нее. Еще у нее есть 2 младшие сестренки. Они, без сомнения, гордятся своей старшей сестрой. Итак, встречайте на сцене Ева Тихонова. Всем привет! Меня зовут Тихонова Ева, мне 13 лет, и я участница проекта «Вот это да, дети!». На данный момент я учусь на эстрадном отделении в детской школе искусств номер 1 города Якутска. В свободное время я увлекаюсь рисованием, игрой на укулеле и рукоделием. Слежу за творчеством Полины Гагариной, Юлии Паршутой и Ани Лорак и многие-многие другие. Каждый год мы с моей мамой и 2 сестрами ездим на море. Я все люблю, что связано с морем. Еще мы с мамой ходим в воскресную школу. Там у меня есть лучшие друзья, с которыми мы любим гулять, кататься на коньках, а летом на великах. Всем участникам проекта «Вот это да, дети» я желаю ярких эмоций и хорошего выступления. Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок. Словно по кругу привычная гонка, так бесконечна война. Сидит за баранкой машины девчонка, только не знает она, что будет месяц май, и будет путь домой. И на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Знаки дорожные, улиц упруженных, Тверь, Кишинев, Бухарест. А над Калиною кружится черный дюралевый крест. Под этим крестом, как по тем кругам ада, теряя друзей и подруг, ходила и ездила не за наградами, а чтоб разорвать этот круг. И что был месяц май, и что был путь домой, и на крылечке мать вот-вот плеснет рукой и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Победный салют, осветленные лица, по-детски восторженный взор. И к этой победе смогла ты, девчонка, военный шофер. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот плеснет рукой и защемит в груди, и в горле встанет
какая ты большая молодец! Я тебя поздравляю с успешным выступлением. Так, и переходим сразу к мнению жюри. Феодосия Петровна, вам слово. Ева, спасибо за ваше выступление. Голос красивый, но в выборе репертуара песни надо осторожно подходить. Песня с диапазоном. Чувствуется, что и внизу, и наверху. Внизу очень осторожно надо петь. Вот все впереди, текст хорошо говорить, тогда у тебя все хорошо будет. А так вот верха тоже зажимись немножко, да? Ну, песня очень сложная, да. Так, ну что, продолжай в том же духе. Удачи, успехов. Молодец. Спасибо. Лариса Алексеевна, ваше мнение. Ева, я хочу сказать, что, конечно, песня непростая. И то, что уже сказали, что с низами надо быть осторожным и более свободные верха. Но мне в первую очередь не хватило хорошей дикции. Ни внизу, ни в низких нотах, ни наверху. Поэтому нужно вот это отработать, для того, чтобы у тебя была как бы, чтобы тебя понимали, чтобы тебя слышали, что ты хочешь сказать. Потому что вроде драматично ты поешь, но слова совершенно как бы пропадают. Спасибо большое. Удачи тебе. Подработай. Спасибо. Спасибо. И Станислав Петрович, вам слово. Ну, Ева учится эстрадо-джазовом отделении, да, я правильно говорю, поэтому я, скажем так, какие-то моменты, технические моменты я, может быть, скажу, чтобы вы поняли. Наверняка, если учитесь, наверняка поймете. Вот внизу очень правильно поете, на самом деле, не загрузая, нету задавки нижних нот, да, но позиционно неправильно поете. Да. Позиция у вас наверху находится, а вы внизу поете. Из-за этого у вас не устойчиво звучат ноты. Это раз. Во-вторых, очень хороший фальцет. Там моментами мелизма там и так далее. Но переходы были не очень осторожные. Мне кажется, это из-за волнения или из-за чего, я не знаю тоже. Вот. И я думал, вот эту песню я знаю, когда вот я сдал бриджа, когда бридж будет, вот Ева даст и покажет там миксы там и так далее, но почему-то этого не было. Больше на связках наверху поет. Вот я просто комментирую, потому что ты учишься в эстрадно-джазовом отделении, наверняка понимаешь, о чем я говорю. Вот если вот эти моменты были бы учтены, соответственно, я был в восторге сейчас. А так за выступление большое спасибо. Итак, дорогие телезрители, если вам понравилось выступление Евы Тихоновой, то поддержите ее, отправьте смс со словом «ход» на номер 5533 и номером нашего участника. Голосование продлится до вечера пятницы. Что ж, я тебя провожаю вон туда, к Даше. Ева, я вижу, ты настоящая звезда сегодня. Своими непрофессиональными слухами я услышала, что, мне кажется, очень большой опыт у тебя. Нет? Большой? Сколько занимаешься уже пением? Занимаюсь 7 лет, но вообще пою 7 лет. На хоровое отделение поступила тоже в 7 лет. На эстрадном вокале занимаюсь уже 2 года. Согласны ли с комментариями жюри? С чем, может быть, поработать надо? Да, есть над чем поработать. Угу. С кем сегодня пришла? Я видела, на первом ряду очень громко кричали девчонки. Это мои подружки Амелия, Надя, Ника. Тут еще присутствует мой преподаватель Семен Денисович. Как вообще готовились тогда с Семеном Денисовичем? Ну, много трудились, много пели, много репетировали. В общем, волновались, наверное, вдвоем. Да. Расскажи, может, ты умеешь играть на нескольких инструментах музыкальных? Да, я умею играть на фортепиано, синтезаторе, укулеле. А вот укулеле очень интересно. Чем это отличается от гитары, например? Укулеле отличается от гитары звукоизвлечением, размером, струнами. Вот, да. А это твой первый большой опыт на сцене? Нет, я выступала еще на телевизионном проекте «Ты супер».
Ничего себе, давайте поаплодируем. Федеральная, между прочим, программа. А что не получилось там, не дотянула? Да, я на связках пела. Ну ничего страшного, у нас ты 100% выиграешь. Желаю тебе удачи, успехов, давай опять. Удачи, беги. Наш следующий участник тоже один из самых маленьких на конкурсе, но у него уже есть большой план, как прославить на весь мир наш край. Итак, Максим Грузных. Всем привет, меня зовут Максим Грузных. Я учусь в 9 школе, занимаюсь вокалом в студии Pro Voice, учусь играть на синтезаторе в ДШИ номер 1. В свободное время я выхожу на улицу, гуляю с друзьями, играю в футбол, катаюсь на велосипедах и играю в всякие другие игры. И люблю ходить с родителями в походы, путешествовать. Моя заветная мечта – это стать музыкантом и прославить всю Саха-Якутию, весь Якутск. Всем участникам проекта желаю, чтобы все было хорошо, чтобы никогда не проигрывали. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Le persone che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Le persone che passeranno e diranno che bello questi fiori da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questi fiori da partigiano porto per la libertà. Fiore del partigiano, morto per la libertà. Максим, какой ты крутой, молодец! Поздравляю тебя с успешным выступлением. Давайте же послушаем мнение жюри. Лариса Алексеевна, вам слово. Максим, ну ты молодец, ты прямо так зажег. Круто. Единственное, что мне показалось, что, может быть, тональность немножко низковата. Потому что у тебя такой яркий голос, и верх такой хороший, свободный. Мог бы и чуть-чуть повыше спеть. Мне кажется так, да? Но ты молодец. Я тебе желаю удачи. Спасибо. Спасибо. Феодосия Петровна, вам слово. Максимушка, очень хорошее выступление, мне очень понравилось. Свободно держишься, очень артистичный. И, Максим, у тебя очень хорошая мечта. Я желаю, чтобы у тебя вот мечта твоя исполнилась. Молодец. Спасибо. Удачи, успехов тебе. Так и председатель жюри Станислав Петрович. Максим, очень музыкальный мальчик, чувствуется. Мне кажется, потенциал именно диапазона, мне кажется, позволил бы еще наверх подниматься.
или как-то отработать эту песню, да, для конкурса, это было бы вообще здорово, без, скажем так, никаких нареканий. Я бы тут поднялся и, скажем так, сказал бы вот это да. А так, да, действительно, очень хорошее выступление, зажег, чувствуется, что понимаешь, о чем поешь, рассказываешь. Это самое главное, на самом деле, для артиста. Спасибо. 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 Итак, дорогие телезрители, если вам понравилось выступление Максима, то проголосуйте за него, отправьте смс на номер 5533 со словом «Вход» и номером нашего участника. Что ж, Максим, вон туда, к Даше. Максим, не с терпением ждем тебя. Я хочу узнать, что за мечта у тебя прославить всю Якутию. Мне кажется, уже все, весь город уже, мне кажется, прославил своим выступлением. Как выступил, на твой взгляд? Ну-ка. Ну, Что, страшно было? ну, знаете, прям немножко. Ты такой харизматичный на сцене был. Кто тебя такому актерскому мастерству научил? Майя Петровна. Это у нас кто? Это мой руководитель по пению. А ты дома поешь с родителями? Да. Поешь? Это вот итальянский, по-моему, был, нет? Да, итальянский. А ты что, знаешь этот язык? Конечно. Нет, я не знаю. Я Не просто... Выучил? Да, выучил. И как нравится язык? Да, я бы хотела его выучить сам. А в Италию поехать хочется? Да. А вот почему красиво, наверное, там? Ну, не только красиво, я люблю всякие итальянские штуки. Ну, например, я умею готовить пиццу. Это ведь тоже из Италии. Да, да, все. Я вообще умею готовить. Так ты все-таки повар или певец? Кем хочешь стать? Ну, я хочу стать музыкантом, великим музыкантом. А куда вот, наверное, на ТВ хочешь дальше, на федеральные каналы какие-нибудь выступать? С кем пришел сегодня? Со своими любимыми родителями. А с родителями поете в походе, может быть, где-нибудь в поездку? Да, конечно. Да? А что поете? Моя мама занималась хором, вот, но у нее потом не было времени, она отписалась от хора. Отписалась? Все, она уже не ваша. Да, но вообще я пою с рождения. Я всегда дома, всегда маме подпевал, слушал музыку, которую она слушает, и пел, учил ее. А что по секрету мама слушает? Ну, разную музыку. А у вас есть, может, одна какая-то общая песня семейная, которую вы там поете, или такую нет, по традиции? Может? Ну, мама моя чуть-чуть знает эту песню «Балачау». Она, наверное, тебе и сказала ее петь. Да? Ну, я сам захотела ее петь. А что посоветуешь участникам? Мне кажется, вот такая харизма, вот это вот все надо, мне кажется, объяснить. Вот как побороть этот страх на сцене. Я хочу всем участникам пожелать хороших выступлений, чтобы всегда с песнями было хорошо, и чтобы всегда все было хорошо. А побороть страх как на сцене? На сцене? На твой взгляд. Потому что я видела, ты вообще ничего не боишься. Ну, знаете... Секрет успеха твой давай. Ну, нужно... Я вообще собираюсь от зрителей, от всех людей. Я прям вдохновляюсь от зрителей. То, что прям хочется так... Энергию подарить, наверное, всем. Да, А давайте аплодисменты Максиму. У него вот энергия прямо прет. Он прям хочет, чтобы... Я желаю тебе удачи, успехов. Ты уже победитель, ты уже всех прославил. Всю Якутию. Удачи тебе. Я хочу всем сказать, сегодня же праздник. Телезрители, сейчас к нам выйдет на сцену Аина Алексеева с прекрасной песней. Нет меня, где на песке не пролегли твои следы, где птица белая
белая в тоске, где птица белая в тоске кружит у пенистой воды. Я только там, где звук дрожит у губ желанной пристани, и где глаза твои стрижит, и где глаза твои стрижит, скользят по небу пристально. Там нет меня, где ты волос не затуманит белый тень, где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез утрет заботливый олень. Я только там, где ты порой на дверь глядишь с надеждой, и как ребенок с детворой, и как ребенок с детворой ты лепишь бабу снежную. Там нет меня, где пароход ночи надрывный прогудел, где понимает небосвод, где понимает небосвод, что без тебя осиротел. Я только там, где нет меня, вокруг тебя невидимый. Ты знаешь, без тебя ни дня, ты знаешь, без тебя ни дня прожить нельзя мне. Алине Алексеевой. Следующий наш гость – это Гаврил Борисов. Встречайте. Небо на ладони, только сердце верят. Небо на ладони, нежно нес тебе я и луну, и звезды пополам делили. Как же было просто жить в огромном мире. Небо на ладони, в платье белоснежном. Небо на ладони, ты несла мне нежно. Разве было мало жить небесным браком? Ну зачем гадала на любовь по картам? Не гадайте на любовь, если счастливы глаза. Не гадайте на любовь, все решают небеса. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делиться тайны снов, с кем парить, кому отдать. Небо на ладони, очень осторожно, если только тронуть, все разрушить можно. Всякий, кто не верит глупому разврату, если сердце бредит, значит так и надо.
Не гадайте на любовь, если счастливы глаза. Не гадайте на любовь, все решают небеса. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делить тайны снов, с кем парить, кому отдать. Небо на ладони, небо на ладони, небо на ладони. Ну что ж, подходит конкурс к концу, и мы хотим пригласить сюда, на эту сцену, всех участников, всех конкурсантов. Мы вас ждем под аплодисменты. Бегите сюда к нам. Мы сейчас будем слушать наше жюри, ваше выступление. Скорее, 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 скорее. Вы все сегодня такие красивые. Напомню, что сегодня участники были из города Якутска. Сегодня ребята подарили нам настоящий праздник добра, праздник песни, но конкурс есть конкурс. Поэтому давайте же послушаем, что же думают члены жюри. И начнем, конечно же, с Феодосии Петровны. Ждем слова ваше. Ну что, всем участникам конкурса спасибо большое. Вы очень хорошо выступили. Желаю в дальнейшем творческого вдохновения. Не бойтесь участвовать в других конкурсах. Побольше надо участвовать. И спасибо нашим руководителям, педагогам, родителям за таких вот детишек талантливых. Творчество, вдохновение, творите, сияйте. Спасибо вам. Аплодисменты, дорогие. Лариса Алексеевна, итак, ваш вердикт. Ребята, вы все молодцы. И вот, как сказали, вам надо больше участвовать. Действительно, не бойтесь. Активно принимайте участие в любых конкурсах для того, чтобы набираться опыта. Потому что у вас у всех прекрасные голоса, которые нужно развивать. А развивать можно, участвуя в конкурсах. Так что я вам желаю удачи и дерзайте. Ну и последнее слово за Станиславом Петровичем. Во-первых, ребята, поздравляю всех. Вы все очень хорошо выступили. И в дальнейшем, да, каждому желаю удачи. Не бросайте свое дело, пойте, развивайтесь, учитесь. И, соответственно, пожелаю педагогам, чтобы, если ребенок приходит на конкурс, пожалуйста, работайте, делайте номера интереснее, чтобы нам было приятно слушать. Спасибо городу Якутску за вот такие хорошие номера. Но конкурс, как говорили, конкурс есть конкурс, мы должны объявить победителя. И практически мы сегодня единогласно подтвердили, что с победителем сегодняшнего нашего конкурса «Вот это да, дети» становится, вместе объявим, и Михаил Ваулин. А громкие аплодисменты Михаилу с военной морской песней. Так, у нас определился первый финалист. Очень хочется узнать, вообще знал, что выиграл? Вообще не знал. Да? Как твое мнение? Вот впечатление поделись скорее. Хочу поздравить всех со светлым праздником Самое Пасхой. Мне сначала я очень волновался и думал, что вообще не побежу. Но так я... Вот руки так трясутся уже. Так рад. Это мой первый конкурс по телевидению. И я сразу же победил. Какой ты молодец!
Ну, а остальные участники, не расстраиваемся, вы все равно наши победители. Все-таки найти в себе такую смелость, выйти на такую сцену, вы большие молодцы. Отмечу, вы все сегодня уже звезды. Друзья, ну а за второго финалиста надо нам проголосовать и отправлять смс на номер 5533 с словом «ход» и номером любимого участника. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся до 4 мая, потому что там состоится наш финал. В конце эфира 4 мая мы узнаем, кто же станет обладателем самым звонким, самым красивым голосом в нашем проекте «Вот это да, дети». Смотрите, болейте и голосуйте за наших участников. А мы желаем всем нашим участникам победы, успехов. Пока-пока! Пока!